преддверии нового учебного года учителя химии, биологии, географии и экологии школ города Бишкек и регионов республики встретились 28-29 августа 2018 года на тренинге «Интеграция климатической шкатулки в учебный процесс в общеобразовательных школах города Бишкек и регионов Кыргызской республики», где изучили эффективные возможности использования учебно-игрового пособия «Климатическая шкатулка». Адаптированная для Кыргызской республики версия комплекта «Климатическая шкатулка» была разработана проектом ProOn GEF «Усиление институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления и мониторинга экологической информацией» совместно с Министерством образования и науки Кыргызской республики в 2017 году и экологическим движением «Биом» в рамках регионального проекта «Климатическая шкатулка. Образование и просвещение по вопросам изменения климата», поддержанного программой «Новый мир», реализуемой ProOn. И в условиях, когда происходят эти изменения, и у нас есть еще проблемы с обеспеченностью учебниками, учебными материалами, конечно, реализация такого проекта по изменению климата, тем более этот учебный комплект был адаптирован именно к условиям Центральной Азии. Это очень важно, это будет давать знания нашим детям. Очень важно в использовании работы наших учителей. Участниками тренинга стали более 200 учителей и методистов из школ города Бишкек и регионов Кыргызской республики, представители управления образования мэрии города Бишкек, ProOn, экологического движения «Биом», Международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой». Основная задача климатической шкатулки – представить школьникам в интересной, занимательно-игровой форме важную информацию по вопросам, связанным с глобальными изменениями климата, а учителям дать рекомендации по использованию этой важной темы в рамках школьной программы. Климатическая шкатулка настолько удобоваримо изложенный материал, что не пользоваться ей просто невозможно. Четкие формулировки, ясные понятия, хорошие примеры, прекрасные иллюстрации. Этот материал настолько глубоко отражает современность, что использование его на уроках, при работе внеклассной, при работе внешкольной всегда находится масса возможностей обратиться к этому материалу. На тренинге, проведенном учителями школ Бишкека и регионов Кыргызской республики, которые делились своим успешным опытом применения климатической шкатулки в учебном процессе, все участники ознакомились с активной успешной деятельностью учителей, которые, используя новые решения и методы, развивают творческие способности школьников, улучшают их мышление и способствуют обобщению полученных знаний в процессе изучения нескольких предметов, развивая тем самым школьное экообразование и повышая экокультуру. Информации о Кыргызстане очень мало. Она, если представлена, она представлена в виде каких-то там небольших тезисов, а так, чтобы она была иллюстрирована, чтобы это было доступно вообще для понимания детей, чтобы это заинтересовывало. Это единственный такой, можно сказать, учебник, который используется в нашем обучающем процессе. Само пособие продумано, очень продуманно разработано, не содержит громоздких, неинтересных текстов. Все материалы даны лаконично, ярко, распределены по страницам, даже по страницам распределены они очень продуманно. Важно, что климатическая шкатулка создана специально для школьников. Это своего рода иллюстрированная энциклопедия про климат, где в занимательной форме описаны важные и подчас сложные вопросы. То есть это огромная экономия учительского времени. Каждый из 12 преподавателей, которые выступали тренерами в эти 2 дня, показали на своих презентациях не только теоретическое применение учебного пособия, но поделились результатами практических работ. С помощью науки и образования, в том числе через учебные материалы, такие как климатическая шкатулка, мы сможем заранее подготовить подрастающее поколение к принятию правильных решений. Тренинг был организован Международным общественным фондом «Инициатива Розы Отунбаевой» совместно с Управлением образования мэрии города Бишкек при поддержке трастового фонда «Россия ProOn в целях развития» и проекта ProOn GEF.